Всем привет, дорогие друзья! Это программа Тува Лайфток. Сегодня у нас в студии в гостях Байлак Мангуш. Привет, Байлак! Привет. Байлак Мангуш – музыкант. Байлак родилась в городе Агдавураке. Музыкой занимается с 7 лет. Окончила Красноярскую государственную академию музыки и театра. Будучи студенткой, стала лауреатом всероссийских и международных конкурсов среди исполнителей на ударных инструментах. Работала барабанщицей в Красноярской краевой филармонии 6 лет. С 2012 года трудится в Туве. Работала в Тувинском национальном оркестре. Сейчас Байлак является художественным руководителем ансамбля ударных инструментов «Медехан», артисткой театра музыки и танца «Саяны», барабанщицей рок-группы «Уер». Также сотрудничает с другими ведущими музыкантами Тувы. Байлак была участницей группы Хоми Бит, но в прошлом году покинула коллектив. В 2019 году в Италии Байлак проходила курс Джорджо Майер Драм Кэмп. В этом же году участвовала в международной обменной программе для молодых музыкантов One B 2019 в США. В прошлом году Байлак стала обладателем гран-при в номинации «Сольное исполнительство» международного конкурса исполнителей на ударных инструментах «Ритмы Деля Рия». Байлак, сейчас ты играешь в составе какого музыкального коллектива? Сейчас основная моя работа – это я и как артист, и как руководитель работаю в ансамбле ударных инструментов «Медехан». Мы состоим при театре «Саяны». Также я работаю артистом театра «Саяны» в оркестре. А что это значит «состоите при театре «Саяны»? То есть мы в составе театра, мы находимся в составе театра, маленький коллектив внутри большого коллектива. До этого мы были в составе Тувинского национального оркестра. А что поменялось? Да, и с прошлого года мы переехали вот туда. Почему? Мне кажется, это уже следующий этап нашего развития, и так как там в основном танцы и ритмы, барабаны очень хорошо сочетаются именно с танцами. Поэтому нам тоже интересно с ними работать. Оркестр не обиделся на вас? Я надеюсь, нет. На самом деле мы можем, даже если находимся в составе «Саян», мы можем параллельно работать с другими коллективами, даже с тем же оркестром национальным или духовым, то есть с кем угодно мы все равно можем параллельно работать. Или сами сольно, как вот позавчера. У нас был сольный проект «Музыка из аниме», и у нас дополнительно были приглашенные гости-музыканты, в основном это молодые музыканты Кызыла. Вот, кстати, по поводу музыки из аниме. Я знаю, что у вас это такая свежая программа, да, и вы ее довольно недавно внедрили, показали зрителю понравилось. Это был такой своего рода эксперимент. Да. Вот расскажи, как вообще возникла эта идея? Идея возникла в 2016 году. Тогда еще не было, в начале 2016 года, по-моему, тогда еще не было ансамбля «Медехан». Я работала в оркестре, в национальном оркестре. На YouTube-канале увидела концерт большого симфонического оркестра в Японии, где дирижировал композитор, который написал всю музыку к аниме Миядзаки. Хаяо Миядзаки, и вот они на экране показывали отрывки из всех аниме Миядзаки, и живем оркестром, хор, там певцы, очень много музыкантов было, и они вот это сняли как один полный цельный концерт и выложили на YouTube. Это было так волшебно и так потрясающе, и у меня тогда возникла даже мечта, наверное, что-нибудь подобное, ну, конечно, в таких скромных масштабах, но попробовать играть здесь, потому что музыка была очень красивая, хоть я и не видела многие аниме Миядзаки, но вот из-за музыки я прям хотела все это посмотреть, и уже вот зародилась тогда еще мечта. А осуществить удалось ее? Только в 2020 году. В 2020 году? Да, с ансамблем «Медехан». У нас там в основном молодые музыканты, и вот они все любят эти аниме, они смотрели, музыку знают, и им это все было интересно, и благодаря этому
смогли осуществить. Не так давно вы выиграли в международном конкурсе. Да, это был онлайн-конкурс, мы отправили наше видео, и конкурс был именно среди исполнителей на ударных инструментах. Да. И причем в нескольких номинациях, да, как я поняла? Да, Медейхан выиграл в номинации именно профессиональный коллектив, а другая номинация, сольная номинация, это я сама отправила тоже свое видео в сольной номинации, выиграла гран-при. Как лучший руководитель, да, да. коллектива музыкального. Вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему музыканту нужно и важно ли вообще участвовать в подобных конкурсах? Я знаю, что у тебя за плечами очень большой опыт участия в разных конкурсах. Да. В конкурсах я начала участвовать еще, обучаясь в музыкальной школе, в Республиканской школе искусств имени Канденбиля. Потом и в колледже, и в академии, когда уже училась в Красноярске. Сейчас я могу сказать, что в детстве, например, когда я училась в школе, и когда в академии тоже училась, это было для меня стимулом, чтобы развиваться, чтобы такой... Иногда это было, конечно, и спортивный интерес тоже был, там быть первой. Вот, но бесспорно это был стимул для развития, очень большой стимул. Сейчас я могу сказать, что это не так, это не первостепенно важно именно для музыканта. А что важно? Важно, мне кажется, очень важна именно сама концертная деятельность. А ты считала, сколько у тебя вообще уже концертов отыграно? Нет, я не считала, даже не думала об этом. Это очень интересно. Но это было бы интересно, правда? Да, не думала об этом. Я знаю, что у тебя была возможность обучаться в Европе, но ты от этой возможности отказалась и осталась в Красноярске из-за большой-большой любви. Что это за история? Что это за любовь такая? Интересно, я уже забыла. А я вот знаю. После академии все мои учителя советовали, и у меня самой была мечта и желание дальше продолжить обучение. И я тогда уже выбрала профессора, уже была знакома с профессором. Где? Это Скажи. Бельгийская королевская академия. Прям у меня была уже такая мечта поехать учиться. Слушай, это как киношная история вообще. Но у меня тогда был бойфренд, у меня был парень, и вот ему стало грустно от того, что я хотела уехать. Решила его покинуть. Да. Ну и вот по семейным обстоятельствам, да. Ты не жалеешь сейчас об этом? Нет, не жалею, Нет? потому что я тогда приехала работать в Кызыл уже, приехала домой, начала работать в Тувинском национальном оркестре и уже открыла для себя тувинскую фольклорную музыку, вообще тувинскую музыку. И это тоже для меня очень такой большой этап развития. Когда ты училась в Красноярске, у тебя же были сомнения, что ты в Кызыле не найдешь себя, что для тебя здесь не будет работы и развития у тебя здесь не будет. Вот какой момент стал переломным, что ты все-таки сказала себе, ну окей, я поеду, я вернусь? Мне помог мой учитель именно сделать решение, именно решение, чтобы вернуться. Он сказал, он устроил для нас концерт здесь. Мы выступали. Это были выпускники Красноярской академии. Среди них был Айдын Седик, с которым мы работали в Комебит, виолончелист. По-моему, Адыган еще был. В общем, нас было много, и мы здесь в колледже искусств устроили концерт такой классической академической музыки. И потом после концерта нас повели в гости к национальному оркестру, у них тоже был концерт. И начали вот вас хайдить. Да, вот тогда я первый раз уже вот осознанно увидела концерт национального оркестра. Я была в шоке от этой энергетики и от красоты тувинской музыки, тувинского горлового пения. То есть раньше
как-то я не обращала внимания. И была маленькая, и уехала, и 9 лет уже была в Красноярске, можно сказать. Вот тогда я поняла, что да, я бы хотела здесь работать, я бы хотела с ними, да, выступать на концертах. Но мечта твоя все равно была свой музыкальный коллектив. Да, были цели, которые я хотела осуществлять параллельно. Например, коллектив, который играет и тувинскую музыку, и современную музыку. И мы начали, много экспериментировали с Прохором, гитаристом, может, ты знаешь Прохора, нет? Там создавали группу Улу, еще чего-то там, в общем... А что не пошло с той группой? Ну, вот как-то не сошлось. Бывает, что вот все есть, все, музыка есть, игру, вот и коллектив, нет, да. а вот нет, чего-то вот не хватает, и все равно распадается. Так было очень много. И в 17-м году собрались Хомибит. Я тогда думала, это, наверное, тоже не получится. Тоже такое. Попробуй, Проект ладно, однодневка, да. Ладно, и все, и пошло-поехало. В прошлом году ты написала у себя в блоге, что ты уходишь из группы. Да, я уже ушла. Что случилось? Почему? Просто пришла к выводу, что, наверное, из-за того, что много нагрузки, много коллективов, много групп, и я вот и не там, и не здесь, то есть везде там понемножку. То есть, по верхушкам, да? Да, и все как-то поверхностно. И в Медейхан, и в Хомибит мне вот хотелось именно, чтобы вот, сконцентрировать свое внимание вот на таком, на одном или на двух хотя бы проектах. А почему именно ты решила убрать Хомибит из своей жизни? Из Медейхан я пока не могу уйти, потому что это твоя группа. И пока не могу, то есть, заменить. Я хочу, чтобы были замены, чтобы молодые ребята тоже работали и вместо меня, и сами как-то вот развивались. Ты хочешь остаться как бы за кулисами или вообще покинуть проект? Нет, и пока об этом речи нет, но все равно ты же вечно не будешь находиться на одном месте, и все может быть. Если ты уже сейчас об этом задумываешься, стало быть, это где-то в проекции твоего будущего все равно присутствует. А чем ты хочешь это заменить? Что ты хочешь делать вместо этого? Ну, пока я не могу об этом. Но у тебя уже есть мысли? Да, есть, все равно есть. Так очень интересно. Но это все под грифом секретно сейчас на данный момент. Ребята с Хомибита нашли тебе замену, да? У них пока нет постоянного барабанщика, но они будут приглашать. Есть московский очень крутой барабанщик, намного круче. С ним они уже выступали в Москве как-то. А они как восприняли твой уход? Информацию, вот когда ты пришла и сказала: ребят, все, я ухожу. Они, конечно, до последнего не верили, да, не хотели. Но... Что сказали тебе? Ну расскажи, это интересно. Мы так и остались друзьями, мы все равно будем вместе выступать, например. Вот в этом году будет юбилей группы, 5 лет. Будет большой концерт здесь, в Кызыле, и, скорее всего, я буду играть вместе с ними. То есть у нас вот уже такие хорошие отношения, мы все равно будем вместе сотрудничать иногда. Ты рассказывала, что в те времена, когда ты училась в Красноярске, не было такого отделения, чтобы учили вот именно на барабанной установке играть. Да. И вообще это было как-то, ну, вроде не популярно и не востребовано, да? Скорее всего, нет. Потому просто у нас направление было другое, академическое. Более... Мы играли в основном классическую музыку. Это везде так. А чтобы учиться на ударной установке, это надо специально поступать в джазовые, эстрадные учебные заведения. И их в России не так много. В Красноярске есть в колледже искусств такое отделение. В Новосибирске есть, а потом, я уже не помню, наверное, в Москве и в Питере. Ты начала играть самостоятельно? В академии, да. На ударной установке я обучалась самостоятельно. Но мне помогали старшекурсники, они меня учили. А сейчас вот у наших ребят, именно у молодых музыкантов из Тувы, есть какой-то вот прям интерес именно к игре на установке, на барабанной? Интерес
очень большой. А ты занимаешься обучением? Да, занимаюсь. Но в свободное время, а времени все равно мало, а желающих очень много. И взрослые, и маленькие, и девочки, мальчики, все очень интересуются ударной установкой, барабанами. Что сподвигло вот этих вот молодых музыкантов обращать внимание и на барабаны? Что вызвало этот интерес? Может быть, ты стала популяризировать это, и люди увидели, что это круто? Может быть, да, может быть, потому что я уже не помню, с какого года я начала выкладывать свои именно драмкам, то, как я играю, как я играю на барабанах во время концерта, и вот эти вот видео, видимо, тоже как-то обратили внимание именно на барабаны, на ударную установку. Раньше это не так было популярно, видимо, поэтому это, наверное, тоже играет роль. А что в итоге с тем парнем? Мы расстались. Классика. Ты в 2019 году ездила в Америку по программе обучения, да? Да, это была обменная программа для молодых музыкантов. Как ты вообще решилась туда подать заявку? Это была не я, это был Шон Куирк. Он рассказал, что вот есть такая программа. Я это услышала и от Шона, потом и от Саши Мады. Он еще мне скинул, вот такая ссылка, смотри, для музыкантов. Я посмотрела, там, США, ладно, хорошо. Потом сестра скинула ссылку. Я не верила, что я туда могу попасть вообще, потому что, Америка. Где я, из разных стран музыканты, отбор. Но Шон настоял. Шон прям вот, это все благодаря ему. Настоял собрать кучу документов, видео, аудио, портфолио, фото, там всего было очень много, и все так вот. Анкеты, вопросов было много. В общем, это не так легко было. И он всем помог с переводами текстов, вопросов. Это все надо было на английском заполнять. И вот все. Я отправила и забыла. Мне было неудобно, я вот постаралась просто ради Шона. Ради Шона постаралась и отправила. А там мы отправили в ноябре, по-моему, или в начале декабря, а ответ они отправляют в марте только на mail. Все, я забыла. А в марте я получила на mail письмо. Я думала, это спам, там же много приходит всяких писем. Ладно, почитала, и там на английском поздравляет, что вы прошли участие в этой программе. Из 1200 претендентов выбрали 25 музыкантов. И ты в числе этих 25. Да. Обалдеть. Вот, я была, конечно, в шоке. Как у тебя происходили сборы? В марте, когда я узнала, что я поеду в Америку, все, я думаю, так, надо сейчас на курс английского записаться, и вообще надо сейчас с ним подготовиться. Потом в апреле как-то я вот надумала, надо мне немного поучиться еще вот по барабанам, надо еще на мастер-классы, может, надо съездить. Я увидела объявление в Фейсбуке, что мой любимый барабанщик, мой кумир, Джорджи Мейер, это американский барабанщик, устраивает мастер-классы в Италии. В Италии, да. И я такая, все, перед Америкой надо немного там съездить в Италию. Да, съездить в Италию. Хороший план. Да. И все, я начала туда готовиться, в Италию, искать деньги, куда же, где, как. Мне звонят из банка. Вот, программа рефинансирования, не хотите попробовать? Что, сейчас приеду в банк. И все, взяла кредит и купила билеты в Италию, оплатила обучение, там 4 дня. И все, вот так вот начала готовиться. А в чем основная суть вот этой программы? Основная суть в том, что музыканты из разных стран приезжают, обмениваются своим опытом, делают общие музыкальные номера. Также организаторы устраивали нам тренинги, мастер-классы. То есть это мы 2 недели вот так вот готовились, записывались,
снимали видео, аудио. Потом мы уже начали выезжать, уже гастролировать, устраивать встречи там, с учениками школ, с разными да, социальными, вот, то есть участвовали в их социальных проектах. Ну, получается, что вот эта программа — это такой очень мощный тренинг для тебя был, и очень мощная прокачка как музыканта, как музыкант и как преподаватель. И как преподавателя. Да, вот эти тренинги, они прям мне открыли глаза. И после этого я приехала и по-другому уже начала заниматься своими учениками. Прям конкретно, какие ты можешь хотя бы 3 выделить такие самые главные для тебя инсайты, назовем это так, которые ты вынесла оттуда? Первое, что самое интересное было, это наше знакомство. Мы в большом холле встретились, все встали в круг или сели там, я не помню, и начали. Нам сказали, называйте свое имя и страну, откуда вы приехали, и показывайте свой танец. И потом все имитируют вот этот танец. И вот так вот все 30 человек, и ты понимаешь, что ты психологически уже становишься более раскованным, то есть это очень было для меня шокирующе. Интересно, первый раз, кстати, да, такое да. представление. Часто иногда здесь, когда устраиваю встречи или собираю новых учеников, мы вот так вот Ты используешь вот этот приемчик. Да, знакомимся. Второе, что очень интересно, после каждых таких, после каждого концерта или после какого-то мероприятия, вот все 30 человек собираемся, и каждый по очереди рассказывает свое впечатление, свое мнение. Вот это обязательно, как они говорят, share session, то есть обмен впечатлениями. То есть, зачем это нужно? То есть каждый человек должен рассказать свое впечатление. Хорошо или плохо прошло, то есть это прям было обязательно. Ты внедрила это у себя, да? Да. И в следующих проектах ты уже знаешь, чего не хватает или что было хорошо. Ну и вообще я заметила, что когда мы здесь стали в Кызыле это использовать, в коллективе уже появляется другая атмосфера, становимся друг к другу более ближе. Доверительная, да? Да, доверие появляется, да, точно. Слушай, а вот не было такого, что музыканты, вот наш, ну вот, например, в твоем коллективе, да, когда ты говоришь, все, ребят, вот сейчас мы будем практиковать после концерта, каждый высказывается. Не было такого, что музыканты боялись как бы говорить там что-то плохое, негативное? Конечно, это непривычно вначале, потому что мне тоже было очень непривычно в Америке, тем более на английском. У меня на самом деле не такой хороший английский, и я там очень волновалась. То есть все равно бывает ломка. Вот ломка, ты через это проходишь. И, наверное, да, мои коллеги, наверное, тоже через это проходили, но все-таки через это надо пройти, и чтобы развиваться, чтобы не стоять на одном месте. А ты вот писала у себя тоже в блоге, что после поездки в США ты продала машину и купила инструменты. Да. Чтобы быть такой же продвинутой, как все продвинутые музыканты. Я была, конечно, тоже в шоке. Там у всех все такие были продвинутые. А в чем продвинутость заключалась? Они все, например, знают, у всех есть своя студия, там, портативная студия домашняя. То есть они открыли ноутбук, там подключили всякие свои примочки, и они могут там же записать свою музыку. И мне было прям даже стыдно, что у меня вот этого всего нет, я это не умею даже. И вот приехала, все. Зачем мне машина, если я вообще не умею? У меня нет студии домашней. И вот. Ты купила себе ее? Да, это все я купила, но 2 года я не могла, не было времени, не знаю, не было обстоятельств, чтобы это все развить. И вот во время карантина я это начала уже использовать. А что тебя сподвигло вот вернуться к этому и все-таки начать использовать то, что ты взяла для себя? Мне, знаете, везет с моим окружением. Есть люди, которые очень поддерживают меня советами, то очень такие мудрые люди. И они вот меня постоянно
Байлак, давай, ты можешь, вот давай, вот это вот развивайся, не стой на месте. И вот Каждый вот, видит да, в тебе какую-то да, перспективу. да. Иногда я сама даже бывает, что не верю, что я это смогу, но вот они мне вот постоянно советуют, помогают в этом. И это очень мне помогает дальше развиваться, не стоять на одном месте. Есть ли у тебя какой-то наставник? Наставник есть, даже не один, их несколько. Ну, не назвать не буду, не знаю, может, им. Они именно в музыкальном. Не только. Просто в обычных житейских даже вопросах. И они даже, их советы даже помогают в карьере, если они даже не музыканты. Как ты вот нашла этих людей? Просто вот так вот встретились. Даже я не думала, что там надо найти наставников. То есть вот просто встретились. Тебе нравится, как сейчас складывается твоя карьера? Да. Я вообще никогда не жалела, не жалею, что, например, вот тогда не уехала в Европу. Все вот, наоборот, может быть, даже это было и к лучшему. А какие плюсы ты выделяешь, вот когда ты анализируешь, да, вот это все уже по прошествии лет и смотришь на это как бы сверху немножечко, да, вот что ты выделяешь, какие явные плюсы в противовес того, что ты, например, не уехала туда, в Европу? Например, вот та же поездка в Америку, я бы да, может быть, даже не случилось, да, это все благодаря тому, что я именно приехала домой, здесь работала с очень многими коллективами, участвовала в разных проектах, и это было больше это было безвозмездно, то есть вот так на энтузиазме. Много было социальных проектов. И вот эту всю работу я написала вот в портфолио, когда отправляла в Америку заявку. И мне кажется, это все не только вот просто мое исполнение как музыканта, да, не только это, именно вот вся моя работа и преподавательская, и вот это все эти проекты, это все послужило тем, что я прошла этот отбор. Ну и коллектив собственный появился. Для меня сначала это было очень трудно, потому что я была очень молода, и создавать коллектив для меня это было прям вообще какое-то непонятное, что это, как работать с людьми. Но помогло то, что осознание того, что это будет возможность для других начинающих молодых музыкантов работать, развиваться, то, что вообще у них будет работа и какая-то зарплата. То есть ты думала не о себе, ты думала о других? Да. Если я бы думала о себе, то мне это было бы, то есть мне это не нужно было бы на самом деле. Да, для меня выгоднее было бы развивать больше такую свою сольную карьеру и как-то свои другие желания, другие цели. А у меня были другие цели. Я вообще хотела тогда уехать, это в 2016 году, развиваться как сольный артист. Поэтому все планы поменялись за раз, и это было, конечно, сложно. Но помогло вот именно вот это осознание. А сейчас ты какие цели перед собой ставишь? Ты отказалась от идеи развития сольной карьеры? Не до конца. Параллельно сейчас начинаю все это восстанавливать, потому что немного забылась, когда вот участвовала в разных проектах с группами, и немного отошла. А самая твоя главная цель на 2022 год? Вот в прошлом году я начала обучаться, но немного, это тоже музыкальное образование, но немного в другую сторону, не ударный инструмент, но все равно. Это моя давняя мечта, и начала осуществлять. И я думаю, что вот в этом году я хочу, чтобы и дальше это продолжить, обучение. А что это за инструмент?
Это не инструмент даже. Я пока тоже не могу сказать, Как как все, да, тайна. я вот такой человек, как все будет, все получаться, я, конечно, с Ты удовольствием заранее ничего не поделюсь. Да, рассказываешь? да, это прям. Самая твоя главная встреча в этой жизни с кем произошла? Самое не с кем, а с чем, наверное. С чем? Да. Я твердо, уверенно могу сказать, что это встреча с философией буддизма. Я, конечно, не специалист, чтобы там сейчас все это рассказывать, там, объяснять, но для меня это прям очень ценное, и я рада, счастлива, что это случилось в моей жизни, вот эта встреча. Как эта философия в твою жизнь пришла? Ну, постепенно. Это, наверное, тоже какая-то карма. Карма. Ты веришь в карму? Да. Верю. Вот как ты думаешь, будущее, оно предопределено? Или все-таки у человека есть свобода выбора? В философии буддизма говорится о том, что как бы есть карма, да, но мы думаем, что карма это вот как будто это все предопределено. Но карма Это же действие. да. То есть это можно как-то, если у тебя, например, накопилось больше плохой кармы, это можно как-то очистить, то есть своими нынешними действиями, или наоборот ухудшить. То есть это можно изменить. Все в твоих руках. То есть человек сам определяет свою судьбу. Что такое любовь, на твой взгляд? Именно сейчас только начала как-то вот об этом задумываться, наверное. То есть если раньше я как-то смутно себе представляла, вот то, что раньше я считала любовью, на самом деле и не любовью оказалось. А сейчас это для меня больше как... Это очень личный вопрос, да? Да, это вообще прям, я ни разу не отвечала на такой вопрос про любовь. Даже, наверное, толком-то, наверное, не определила для себя, но, скорее всего, больше склоняюсь к тому, что то чувство, которое... Ну, если между мужчиной и женщиной, там, любовь же там... Даже и между мужчиной и женщиной, даже и к своим близким, родным, даже и просто там любовь к родине. Это желание как-то помочь, или желание, чтобы вот было все хорошо вот у них, либо в родной земле. Это больше не эгоистичное чувство, то есть чтобы мне было хорошо, там, или взамен, что будет мне. То есть это не про любовь все-таки, в моем понимании. Но раньше я, конечно же, думала там, про себя больше. Сейчас я прихожу к тому, что все-таки настоящая любовь для меня — это вот чтобы было окружающим хорошо. А есть какие-то моменты в твоей жизни, о которых ты сожалеешь? Один момент точно есть. Я такой человек, что я отпускаю все и не жалею ни о чем. Даже все плохое, что было в жизни моей, это все равно предпосылки того хорошего, что сейчас есть. То есть это как бусинки, да. Но один момент есть. Расскажешь? Да, могу рассказать. Это тоже очень личный момент. Это отношения с моей мамой. Я выросла у бабушки. Я первая дочь, старшая. Родители были студентами. И, конечно, меня бабушка с дедушкой вырастили. И так я у них в основном росла. И вот у нас как-то сложилось так, что из-за этого, наверное, отношения с мамой у меня немного такие далекие были, и ее сейчас с нами нет, и я жалею, что вот как-то вот с ней не сблизилась. И
перед ее смертью мы даже месяц... Я обиделась на нее за что-то, я не помню. И вообще не разговаривала с ней где-то месяц. И потом узнала, что ее не стало. И это вот самое большое сожаление. И поэтому, да, советую. Это прям такой урок. И хочется всем сказать, что с родителями не стоит обижаться на родителей. И Берегите родителей. Любите, берегите и вообще будьте всегда на связи с ними. Мышка, твоя тебя. Спасибо большое. Я тебе очень безумно благодарна. Спасибо, что пригласили, и классное интервью. За то, что ты искренне открыла свое сердце и рассказала от души все как есть. Спасибо большое.